Президент Киргизии Курманбек Бакиев. Это он только что промчался мимо нас на лихом коне. В седле с детства, держится уверенно. Езда верхом, бокс, охота – это увлечение Курманбека Салеевича. Повышают уровень адреналина в крови, появляется азарт, хотя и без того он человек азартный, и бойцовский дух укрепляется. Правда, сегодня, честно говорит, ему не до лошадей, не до охоты. У него теперь скачки совсем иного рода. Он строит новый Кыргызстан. Как это будет выглядеть? Прежде всего, я думаю, что это будет республика, где люди будут достойно жить по-людски. То есть каждый человек, каждая семья имеет право на достойную жизнь. Я считаю, это должны мы обеспечить. Что значит достойная жизнь? Значит, те, кто хочет работать, чтобы у них была работа. Кто хочет учиться. Зарплаты. Да, конечно. Кто хочет учиться, чтобы он мог учиться. Работа, учеба. Ну и сам Бог нам дал такую красоту природы, я имею в виду. Чистые воды, чистый воздух. Очень красивые места, уникальные красивые места. И люди очень красивые. Президент надеется на помощь гражданского общества. Оно, говорит, стало за последний год очень активным. Молодежь тоже резко пошла вперед в освоении языков, техники, компьютерных технологий. И их помощь очень нужна. То есть я именно хочу видеть таким, чтобы отсюда не уезжали, а наоборот, те, кто уехали, начали возвращаться. Вот. И чтобы все, кто живут в Кыргызстане, могли с гордостью говорить, что я живу в Кыргызстане. А не как было до сих пор. Почти сколько? Ну, порядка 600 тысяч, наверное, наших граждан за пределами Кыргызстана, Россия, в основном Российской Федерации, Казахстан, которые разъехались в поисках работы и так далее, и так далее. И, кстати, говорит, с тех пор, как он занимает пост президента Киргизии, уже есть ощутимые результаты в экономике. Пример мне какой-нибудь. Пожалуйста. Во-первых, то, что не работало до сегодняшнего дня, предприятия, которые лежали на боку, еле-еле дышали. Вот по югу несколько предприятий, Катамжайский сурьмяной комбинат, в частности, Аксуйский кукурузоперерабатывающий комбинат, Беловодский село, Московский район. Он вообще сколько, 13-14 лет уже им занимались, никак не могли его запустить. А теперь удалось. Этот уникальный для всей территории Средней Азии завод по переработке кукурузы заработал. Впервые за 20 лет сдается жилье. А вот показал, смотрите, трубы. Это вновь поднятый цементный завод. Вот такие цементные заводы. Значит, на севере, на юге много новых малых предприятий. То есть частный бизнес, сектор такой производства. Везде пошло оживление, везде. Поэтому поступление денег в бюджет увеличилось. Иначе откуда? Иначе откуда мы смогли повышать зарплату, пенсию? Откуда? На 50% сразу повысили зарплату сотрудникам милиции. На 30% работникам культуры и образования. И в 2007 будут повышать, и пенсии тоже. А если добьются роста ВВП 10-12%, то жизнь значительно улучшится. Да, и еще один немаловажный факт. Говорит, удалось существенно снизить уровень коррупции в республике. То есть те деньги, которые по линии таможенных органов и по линии налоговой инспекции, там были сплошные поборы. И шли не туда, не в государственный бюджет, а совсем по другим. Мимо. Да. Сейчас мы сумели существенно повернуть эти потоки в государственную казну. Поэтому мы сделали в этом году, мы не собирали у родителей на ремонт школ деньги. Мы не собирали у родителей на учебники. И кроме этого, мы ввели сегодня по всей республике с 1 сентября бесплатный полдник с 1 по 4 класс. Этого не было у нас. Конечно, победить коррупцию полностью не удастся, но психологию людей, уверен президент, он изменит. Вот он, Бакиев, ни на одной из своих должностей взяток никогда не брал, ничего не крал. И сколько его не проверяли, найти ничего не удалось. А как же вы-то вот совсем другой? Выросли же в этой стране. Наверняка приходили, говорили, ну возьми, вы куда их посылали? Понимаешь, люди знают просто. А, то есть они уже боятся? Люди знают, да. Лучше, они знают, что этот номер не пройдет. Я, откровенно говоря, говорил, если вот этот какой-то вопрос там решается, ну, как обычно там, отметим, обмоем, ну, обмоем, ну, хорошо, ну, что-то такого. Он зарезал там какого-то барашка, там, сели, выпили, и человеку, наверное, приятно. А так, чтобы, извини меня, я вот этот вопрос тебе решу, ты мне давай столько. Ну, а ты, как с него ты будешь работать, спрашивать завтра?
Если я руководитель, он мой подчиненный. Как с него требовать работу? Ты ничего не сможешь с него требовать. То есть ты заранее обрекаешь себя на то, что в одной из звеньев в твоей системе уже крест ноль. Когда же граждане Киргизии реально смогут почувствовать, что жить стало хорошо? К 2010 году у нас реально будет такое вот. Во-первых, вот сейчас 2006 год, 2007 год у нас опять будет ряд повышений. Я думаю, 2008, 2009, ну это будет уже такие годы, когда люди действительно почувствуют, реально почувствуют. Сейчас они просто еле-еле заметные подвижки, можно сказать, проблески такие видно. Они сильно их не ощущают, они видят, что да, что-то начало подниматься, да. А вот реально, я думаю, почувствует 2008-2009 год почувствует. А свои обещания, утверждает Бакиев, он выполняет. Это раньше, говорит, было много красивых слов, речей, докладов. У него другой стиль работы. Он будет меньше говорить, больше делать. И самое главное, чтобы они увидели результат. Если есть результат, то ты видишь результаты своей деятельности, ты идешь дальше смело, уверенно. А если ты что-то пытаешься делать, там крутишься, суетишься, вертишься, результатов нет, это уже серьезный симптом. Подобные симптомы Курманбеку Салиевичу не грозят, уверена первая леди Киргизии Татьяна Васильевна Бакиева. Она-то мужа 40 лет знает. Наверное, у него это в характере. Ставить барьер и брать этот барьер. Наверное, так. И вот как-то, наверное, в силу характера одному человеку очень комфортно жить, ну вот, какое-то богатство, изобилие, да? Вот это такая обстановка. Другому человеку интересно жить, когда он что-то создает. Когда он видит вот такие результаты зримые, понимаете? Он лидер, добавляет, и этим все сказано. А лидерами просто так не становятся. Лидер – это определенный генетический тип. Я думаю, что для качества, для главы государства, это прежде всего, наверное, любить людей, любить народ. То есть, если у тебя вот этого нет, именно вот любви к людям, значит, вот это, я считаю, очень главное качество. Кроме целеустремленности, профессионализма, там, порядочности, все это. Благодаря этому ценному качеству, любви к людям, Курманбек Салиевич, говорит супруга, и жизнь свою строил. Все сам, своими силами и всегда с нуля. Получит назначение, поднимет отстающие область или предприятие. Следующее назначение, переезжаешь, опять борьба, опять в военном режиме. И так вся жизнь. Поэтому, наверное, я и рос. Меня никто за уши не тянул. У меня не было никакого родственника, там, или отец, мать, там, связи какие-то, чтобы меня тянули. Как бывает иногда, кто-то вылез наверх, потом тянет своих. У меня такого не было. Мне все приходилось самому. Начиная от грузчика до директора завода и потом дальше. Он из простой трудовой семьи. Отец Салы Бакиевич Бакиев – чекист, позже председатель колхоза. Мать Нурук Изы Татукан воспитала 7 детей. Никто, кстати говоря, меня тогда не учил, не подсказывал. Делай вот так, делай то. Когда я работал директором завода, первая теплица, которую построил, был я, директор завода. Я помню, первый секретарь пришел, смотрит теплицу. А что ты, говорит? Я говорю, теплицу строить, а что будет? Я говорю, цветы хочу выращивать. Как 8 марта, говорю, женщинам цветы покупать, едем в Джалабад, в город, там 30 километров. В городе, говорю, ни одного нет хозяйства, кто бы цветы выращивал. Говорит, свои цветы, я говорю, будут огурцы, помидоры. Он там такое развел. То есть вот так я и работал. Я никогда не думал, что, ага, сегодня я здесь работаю, завтра пойду туда, послезавтра. Нет. Но без помощи и поддержки супруги, говорит, многое сделать было бы гораздо сложнее. Она на пустом месте строила дом, сажала сад, налаживала быт. И самое интересное было, что он всегда... Вот переедем куда-то, даже вот в этот Огустуро, высоко в горы, да? Вот я приезжаю, обустраиваю этот дом, организован сразу. Так, пошли домой. Я говорю, уже дом? Он говорит, ну, где ты, там дом. То есть, понимаете, вот ему всегда нужна была вот эта атмосфера, очевидно, вот, которую я создавала. Вот стоит ей уехать куда-нибудь, но это редко бывает, но так вот поездка 2-3 дня, даже цветы меняются, я чувствую. Вянуть начинает. В доме, вот, да, вот как-то они, вид у них не тот становится, вот не такие они живые какие-то.
А что значит человеческая энергетика? Никогда с вами нигде не появляется почему-то. Идет только туда, где, ну, как говорится, надо. А так, Почему? Ну, она же вообще по натуре очень скромная. Я считаю, что президент становится сильнее, когда за его спиной, ну, скажем, умная женщина стоит. А не та, которая выпрыгивает вперед и показывает себя, вот она я. Гораздо больше можно помочь, если умно, разумно и мудро стоять, ну, допустим, на полшага сзади. Они познакомились в Куйбышеве, вместе учились в политехническом. Там же поженились, там же родились и их сыновья Марат и Максим. Так что с Россией, говорит Бакиев, связана лучшая часть его жизни. И мне, когда приехали, мама так наблюдала за мной, наблюдала. Ты, наверное, говорит, не добьешься больших успехов. Так, я говорю, почему? Ну ты же не можешь быть гибким. Ты же смотри, говорит, как вот другие. Они вот там где-то вот так. А ты, говорит, стоишь как этот, и в лицо ему говоришь, говорю. Она говорит, так нельзя, сынок. Ты будь немножко гибче, будь, уступай там. Мама мне вот так говорила. Я потом вспоминал, когда уже стал занимать высокие должности, говорю, почему мне мама так говорила? Наверное, она в какой-то мере была права. Но, не знаю, я своим принципом не менял. На вопрос, как же случилось, что, проработав 10 лет в команде Акаева и последовательно занимая высокие должности, а 2000 год Бакиев уже премьер-министр, вдруг в 2002 он подает в отставку и переходит в оппозицию. Во-первых, я в оппозицию не ушел. Я работал руководителем района, руководителем 2 областей на севере, на юге, премьер-министром. В отставку ушел. Почему? Потому что в то время, когда случилась Аксайская трагедия, были расстреляны люди. Речь идет о событиях в местечке Аксы на юге республики, где 18 марта 2002 года отряды киргизской милиции расстреляли мирную колонну демонстрантов. Тогда погибли 5 человек, более 90 получили ранения, и кто-то из членов правительства должен был взять ответственность на себя. Значит, кто возьмет на себя? Ну, все, никто не хотел уходить. Я тогда взял на себя смелость, сказал, что я подаю в отставку. Хотя я не имею ни малейшего отношения к тому, что случилось, как премьер-министр. Значит, я не давал команду на применение оружия. Я даже не знал, что там и милиция вышла, откровенно говоря. И я ушел, где-то 7 или 8 месяцев был без работы, потом освободился округ депутатский один. Пошел туда. В августе 2004 года Бакиев впервые заявляет о своем намерении баллотироваться в 2005 году на пост президента Киргизии. Это я уже тогда твердо решил, что да, теперь настало время, я думаю, что... И тогда мы говорили так, что его полномочия, когда закончатся осенью, тогда выборы, мы не думали, что вот его взять, скинуть и самому сесть. У меня таких мыслей не было. Человек, который столько лет работал в государственных структурах, разве у него могут быть такие мысли, слушай, прийти, взять, захватить там Белый дом, выкинуть его самому сесть? Нет. Акаев, говорит, покинул страну. 60-тысячная толпа бушевала под окнами Белого дома. Все правительство ушло в отставку. Никого нет. Вынужден был дальше, как говорится, вести эту работу. Потому что раз взвалили на шею, надо было брать ответственность и заниматься. Вы теперь не жалеете? Не Нет. приходит вдруг мысли? Нет, не жалею, хотя временами бывают очень тяжелые моменты. Крикунов, говорит, хватает. Они пытаются дестабилизировать обстановку в республике. Достается и его семье, особенно сыновьям. Оппоненты, или как их называет Бакиев, политиканы, пытаются обвинить его родственников во всех смертных грехах. Пишут, мол, ничего в государстве не меняется, одна семья сменила другую. А вот давайте так посмотрим. Старший сын мой работает в СНБ уже 13 лет. Он в звании полковника. Пришел туда после вуза. И что теперь делать с ним? Если он честно, добросовестно служит своему государству. Я стал президентом, я что, его должен оттуда выкинуть? За что? Младший сын занимается бизнесом. А ему сколько сейчас? 27. Ну, что теперь с ним делать? Ну, единственное, я им сказал, сынок, я стал президентом, значит, твой бизнес должен быть в Кыргызстане закрыт.
Он послушал меня. Его бизнес сейчас в России, в Казахстане. Когда пишут справедливо, пусть даже это неприятно или больно, но если это справедливо, мы нормальные люди, мы делаем выводы. Но когда за деньги огульно обливают грязью, это, конечно, больно. Единственное, слава богу, пока вот внуки не цепляются, не могут сказать. Впрочем, утверждает Татьяна Бакиева, у них такая крепкая семья, что переживет и вынесет все на свете. Ее Курманбек Салиевич всегда был хорошим отцом, сейчас отличный дедушка. Вечерами за чаем они всегда вместе. Проблемы не обсуждают. Дома у них нет проблем. У нас в семье давние традиции, которую еще завели мать с отцом Курманбека Салиевича. Каждый год 31 числа, ну, конечно, в течение года и множество раз собирались, но 31 это был святой праздник, значит, все собирались у родителей. Вот сидят мать с отцом, пожилые люди. Теперь представьте, вот 7 таких сыновей сидят, 7 снох, внуков более 30. И вот эта семья сидит, такая компания, скажем, очень трогательно. Ну, когда матери с отцом не стало, у нас в семье эта традиция точно так же продолжается. Радует и 12-летний внук Руслан. Весь в деда. Он серьезный у нас, не по годам. Я помню, это уже постарше он был, где-то в машине ехали. Просто задает. А этот едет, молчит и молчит. Минут 40 я терпел, думаю, что интересно, никак. Руслан говорит, а ты что молчишь? Он говорит, ну ты же ничего не спрашиваешь. И все, я и замолчал, дальше думаю. В октябре мы встречались с президентом Киргизии. Знал ли тогда Курманбек Бакиев о готовящихся акциях оппозиции? Знал. Единственное, меня не то, что волнует, беспокоит в какой-то мере, это наши внутренние обстоятельства в государстве. Это вот то, что некоторые члены парламента, там 3-4 человека, лидеры некоторых партий, которые, ну, как говорится, из ничего начинают раздувать, высасывают из пальца проблему и просто начинают говорить, что надо реформу, надо митинги проводить. Я говорю, что служит основанием для митинга? Почему митинг? Вот конституционная реформа затягивается. Я говорю, а я что, я против разве ее? А потом Конституцию изменить. Нет, это такой, это основной закон, к которому надо подходить основательно, серьезно надо подходить. Это не переписал ты инструкцию какому-то учреждению, приказом директора печать поставил и повесил. Это не то. Вот, здесь надо очень взвешенно подходить. А реформы будут, изменения будут, это обязательно. Но их надо провести подготовленно, чтобы это не послужило хуже для людей. Думал ли тогда президент, что митинги оппозиции выльются в столь масштабную акцию и обстановка в республике накалится до предела? Говорит, он просчитывал все возможные варианты. Главным было не допустить кровопролития. А таким днем мог стать вторник, 7 ноября. Ситуация едва не вышла из-под контроля. В милиционеров летели камни и бутылки, в ответ гранаты со слезоточивым газом. А как вы вот сами чувствуете? Народ с вами? Если бы был не со мной, я бы это тоже почувствовал. А то, что народ со мной, и не только со мной, и он поддерживает то, что мы делаем сегодня, это видно. Это видно невооруженным глазом. Когда ты выезжаешь в регионы, любой регион Кыргызстана, начинаешь встречаться с людьми, они видят, что делают, какие результаты и что мы хотим делать. Это все, как говорится, на виду. А те, кто говорят, что да, там власть работает неэффективно, там изменений нет, это как раз вот те, которые требуют реформ, такой реформу провести, чтобы еще хуже было. И, кстати говоря, эта нервозная обстановка не по всей республике, она только в Бишкеке. Она только в Бишкеке. Почему? Потому что вот эти крикуны, все они здесь. Что еще печалит президента? То, что люди, говорит, потеряли всякое уважение и доверие к власти. И теперь ему, Бакиеву, приходится этот авторитет власти восстанавливать. А это быстро не делается. Но он президент терпеливый, терпимый и уверенный в себе. Вы же помните, все сам, своими силами и всегда с нуля. Я человек добрый, но не добренький. Это я точно знаю. То есть, если надо проявить жесткость, принципиальность, я ее проявляю, когда надо. Но в то же время я не сторонник вот этих репрессивных методов, вот, значит, гонений там, я это не люблю.
Но когда я вижу, что через какую-то грань начинает не то что переходить, уже доходит до этой грани, я тут не дам. К исходу 7-го дня митингов, когда противоборствующие стороны наконец сумели договориться, новая конституция Киргизии была принята. Площадь ликовала, а к характеристике Бакиева добавилась новая формулировка – «мудрый президент».